4 марта в актовом зале гимназии собрались педагоги Сосногорского района, чтобы определить, кто же из них является самым лучшим в своей профессии. В течение 3 дней учителя и воспитатели достойно представляли на суд строгого жюри результаты своего труда, мастер-классы, уроки и методические семинары. К финалистам обратилась преподаватель математики кадетской школы Надежда Кузеванова, ставшая учителем года в 2019 году. Но сделала она это по-своему, используя математические термины, с которыми она уж точно на «ты». Этот конкурс подарил нам новые имена. Я желаю вам извлечь только положительный корень из всех неудач и промахов. Перефразируя Льва Николаевича Толстого, можно сказать, что человек подобен дроби. Числитель – это то хорошее, о чем говорят о нем люди, а знаменатель – это то, что думает человек о себе сам. Известно правило в математике: чем больше числитель, тем больше дробь. Действует это правило и в нашей жизни. Ежегодно конкурсы «Учитель года» и «Воспитатель года» открывают новые имена талантливых педагогов муниципалитета. На этот раз в мероприятии приняли участие 10 настоящих энтузиастов, одним словом, профессионалы своего дела. Среди претендентов на победу не только представительницы прекрасной половины человечества, но и мужчины, один из которых занял 1 место. Победа, безусловно, неожиданна. На самом деле все участники были достойны этой победы. Судьба сложилась так. Я, как учитель физкультуры, наверное, в любом случае рад этой победе. Дмитрий Гайсин уже в сентябре этого года отметит небольшой юбилей – 5 лет в профессии педагога. Как поделился мужчина, в своей семье он не первый учитель физкультуры, но и не последний. Можно сказать, что я потомственный педагог. Мой отец – учитель физкультуры. Ну и моя младшая сестра в итоге тоже стала учителем физкультуры, поэтому это у нас семейное. Для каждого из них это публичная презентация своего мастерства, творческого отношения к делу, любви к детям и верности профессии. А это одна из ступеней к саморазвитию. К слову, лучшей из воспитателей в этот раз стала Наталья Дудникова, которая работает в детском саду номер 5 поселка Нижний Одес. Специально для победителей выступили творческие коллективы города. Конкурс – это всегда сложно, всегда тяжело. Это состязание, но это состязание лучших из лучших. Это старт, открывающий новые возможности для профессионального роста. Ведь совсем скоро победителей ждет новый этап творческой работы. Сильнейшие из сильнейших представят Сосногорский район на республиканском уровне. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. У многих жителей района сложился стереотип, что вода – продукт бесплатный. Если с поставкой коммунальных услуг вопросов практически не возникает, то колонки в понимании граждан – это просто всеобщее благо. Однако это не так. Нередко жители города используют питьевую воду из колонок для мытья транспортных средств, полива садовых участков, заполнения различных емкостей. Такое нецелевое использование водоразборных колонок наносит значительный материальный ущерб нашему предприятию. В связи с этим сотрудниками ООО «Водоканал» начинают проводиться регулярные контрольные проверки водоразборных колонок на территории нашего города с целью выявления бездоговорных потреблений и подключений, составления актов несанкционированного потребления подключения, а также предъявления счетов к оплате за бездоговорное пользование коммунальным ресурсом. Основное предназначение водоразборных колонок – водоснабжение населения, проживающего в домах, не подключенных к централизованному холодному водоснабжению. Например, колонка на улице Октябрьской обслуживает несколько домов по улицам Ленина и Октябрьской. Она не предназначена ни для забора питьевой воды, ни для мытья машин. Во время проверок горожане удивляются тому факту, что за воду нужно платить, и даже негодуют. Подумаешь, набрал всего несколько литров. Только вот если каждый набирает понемногу, то в конце месяца получается значительная цифра, которая ложится в убытки предприятия. Андрей Калиничев, Наталья Максимова и Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.
На этой неделе Сосногорск снова стал местом встречи лучших боксеров Республики Коми. В универсальном спортивном комплексе «Метеор» проходят два крупных соревнования – региональный турнир «Кубок Тимана» и первенство республики среди юношей и девушек 2006-2007 годов рождения. Кубок Тимана уже более 20 лет является стартовой площадкой будущих чемпионов. Как отмечают организаторы, подобные соревнования – это один из этапов роста и подготовки к дальнейшим победам. В этом году турнир собрал 70 спортсменов из 8 районов Республики Коми. Замечательный турнир. На этом турнире наши спортсмены воспитывают свой характер, становятся настоящими гражданами нашей страны, здоровыми, готовыми ко всему, поднимать страну. Ну, я думаю, что победит сильнейший, и удача нашим спортсменам улыбнется тоже. В этом году Кубок Тимана вышел на новый уровень. Впервые он проводится в стенах универсального спортивного комплекса «Метеор», арсенал которого недавно пополнился новым боксерским рингом. Приобрели его на грантовые средства компании «Лукойл». Нововведения позволили не только создать более комфортные условия для спортсменов, но и принять в Сосногорске республиканское первенство по боксу, участие в котором принимают 68 юношей и девушек. Первенство Республики Коми добавляет своего тут ажиотажа, антуража и так далее. Да? Вот. Естественно, уровень повышается, потому что это уже отборочное соревнование к первенству Северо-Запада России. Естественно, каждый стремится занять первое место, чтобы попасть в сборную команду Республики Коми. Ну, естественно, параллельно проходит турнир. Естественно, раз уровень соревнований повышается, естественно, и уровень турнира повышается. И ребята больше опыта набираются, потому что само качество бокса другое совершенно. Стоит отметить, что обновление технической базы универсального спортивного комплекса «Метеор» стало возможным благодаря победе Сосногорской спортивной школы в конкурсе социальных и культурных проектов компании «Лукойл». Это уже не первый опыт участия в грантах ПАО «Лукойл Коми». Ранее также улучшалась материально-техническая база спортивной школы. В этом году у нас была уникальная возможность, и мы приобрели переносной ринг, который нам дает возможность проведения соревнований, первенств высокого уровня именно в универсальном комплексе «Метеор». Победителей соревнований определят в субботу, 7 марта. Финальные бои Кубка Тимана и первенства Республики Коми начнут проводиться с 12 часов дня. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Уже несколько лет в нашем районе реализуется муниципальная программа «Клуб Активное долголетие». В ее рамках для сосногорцев пожилого возраста проводятся различные мероприятия, направленные на то, чтобы сделать досуг граждан почтенного возраста интересным и полезным. Например, дружить со спортом пенсионерам помогает группа здоровья, которая уже более 10 лет работает на базе Сосногорского физкультурно-оздоровительного комплекса. Это энергия, это хорошее настроение, это здоровье, это, знаете, не передать. Во-первых, и коллектив, и желание увидеться. А сегодня у нас праздник. Вот здесь прямо и говорят, сегодня праздник у девчат, сегодня у нас танцевальная разминка. На этой неделе для участников группы было проведено необычное занятие, получившее название «Спорт и танцы». Оздоровительная гимнастика помогла сосногорцам почтенного возраста получить необходимый заряд бодрости. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То же самое другой ножкой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Как признались участники группы здоровья, спортивные танцы никого не оставили равнодушным. Наталья Перминова до выхода на пенсию работала на станции Сосногорск. Сейчас она не только сама занимается спортом, но и прививает любовь к активному образу жизни ветеранам-железнодорожникам. Занятие спортом – это всегда однозначно польза, это здоровье в первую очередь, это хорошее настроение, бодрость духа. Ну и наши женщины, которые к нам ходят на занятия регулярно, они замечательно выглядят, не на свои года, так скажем. На сегодняшний день в группе здоровья занимаются более 60 сосногорцев. Занятия проводятся ежедневно, кроме субботы. Записаться в группу может любой желающий при отсутствии медицинских противопоказаний. Для этого необходимо обратиться в физкультурно-оздоровительный комплекс. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В Международный женский день 8 марта на сцене городского дома культуры «Горизонт» состоится уже ставший традиционным районный конкурс «Две звезды».
Ежегодно мероприятие собирает рекордное количество зрителей. Главная изюминка фестиваля в том, что в каждом дуэте лишь один из участников имеет сценический опыт. Как показывает практика, это мероприятие пользуется большим спросом у сосногорских зрителей, поэтому я думаю, чем больше участников будет, тем лучше. Мы всегда ждем новые имена, новые лица на нашей сцене, тем более, что город Сосногорск наполнен творческими людьми. В этом году в нашей стране празднуется 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Именно поэтому на конкурсе приветствуются творческие номера, посвященные этой знаменательной дате. Несмотря на то, что данное мероприятие у нас традиционно проходит в Международный женский день, в этом году будет уникальным то, что оно будет посвящено частично, посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому номера, посвященные патриотическим каким-то моментам, ну и, соответственно, может быть, песни военных лет, приветствуются. Жюри конкурса будет оценивать выступления по нескольким критериям: художественная выразительность, технический уровень исполнения, зрелищность, оригинальность подбора репертуара и исполнения. Андрей Калиничев, Вести Тимана, Сосногорск.